Эфир нашего канала продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. В Хангаласском районе объявлен траур по погибшим в пожаре в селе Чапаево. Пострадавшим окажут материальную помощь. Комплексная подготовка к пропуску паводка идет на реках Якутии. В Ленск прибыла межведомственная рабочая группа для проверки готовности. Важная информация для предпринимателей, желающих работать на СЭХе Олонхо. В Алекминске провели специальный семинар. Трехдневный траур по погибшим при пожаре в селе Чапаево объявили в Хангаласском районе. Глава Якутии поручил республиканским и районным властям оказать помощь пострадавшим. Айсен Николаев выразил соболезнования родным и близким погибших. Глава района Олег Иринеев первостепенной задачей назвал заботу о тех, кто остался без крова. На текущий момент 9 человек размещены в интернате Малой академии наук, остальные у родственников. Сообщается, что пострадавшим в восстановлении документов помогут специалисты наследной администрации. Также перечислят однодневную заработную плату, а из резервного фонда направят адресную материальную помощь. В настоящее время районная прокуратура проводит проверку по факту гибели 4 человек при пожаре в жилом доме в селе Чапаево. Ведомство даст оценку соблюдения требований пожарной безопасности. Взята на контроль помощь пострадавшим. Следователь Следственного комитета осматривает место, где после тушения пожара обнаружены погибшие. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Напомним, пожар в селе Чапаево унес жизни 4 человек. По информации Следственного комитета, двоих детей 2017 и 2018 годов рождения во время пожара из квартиры вынес мужчина. Однако спасти их не удалось, они скончались. Также погибла мать детей, женщина 1993 года рождения и жительница соседней квартиры 1991 года рождения. Она скончалась в медицинском учреждении. Подготовительные работы по пропуску паводка в регионе идут по плану. В этом году ситуация осложняется тем, что долго стояли морозы. Подготовка идет комплексно. Все организационные моменты утверждены, определены объемы ресурсов. Конкурсные процедуры прошли без отставания от сроков. На сегодняшний день завершены превентивные мероприятия по ослаблению прочности льда на реках Токо и Амге в пределах Алданского и Чурапчинского районов. На самых паводковых территориях идут учения. Проведены летные тренировки спасателей. Параллельно ведутся совместные рейдовые мероприятия, обследование опасных объектов, гидротехнических сооружений и дорог. На отдельных участках на сегодняшний день по рекам Колыма, Амга, устья Алдана, ну и отдельных участках реки Лена мы наблюдаем превышение нормы толщины льда от 150 до 200 сантиметров. Как наши коллеги говорят с гидрометслужбы, что на юге Якутии и в Иркутской области снегозапасы от 130 до 200%, и это очень серьезно. Зачернение льда проводят и на затороопасных участках рек в Ленском районе. По информации местной администрации, наблюдается большое количество снегозапасов. В случае заторов на реках Нюя и Лена при достижении критических отметок уровня воды есть вероятность затопления низменной части в Ленске, поселках Витим и Пеледуй, а также села Орто-Нахара на реке Нюя, говорится в сообщении. Превентивные мероприятия на опасных участках продлятся до 25 апреля. Также в Ленск прибыла межведомственная рабочая группа для проверки готовности сил и средств местного звена. Светлана Балеева подробнее. Первым делом рабочая группа провела командно-штабные учения, после чего на улице Набережная состоялся смотр сил и средств, задействованных для выполнения задач по пропуску половодья в Ленском районе. В ходе смотра было проверено знание всех подразделений своих обязанностей. Мероприятие проводится ежегодно в соответствии с планом основных мероприятий Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия. Сегодня-завтра проводится на территории Ленского района командно-штабное учение по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных с паводком и одновременно вызванных с природными пожарами. По итогам командно-штабного учения составляется анализ, там оценивается действие служб, организаций, предприятий, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Также рабочая группа провела осмотр гидротехнического сооружения и складов взрывчатых веществ, предназначенных для подрыва ледяных заторов на реке. Их сегодня в достаточном количестве. Помимо этого, проверена система оповещения. В завершении поездки состоялось совещание, на котором был подведен итог и озвучены предварительные прогнозы прохождения паводка в Ленском районе. В целом, сегодня район готов. Мы еще дальше будем отрабатывать некоторые нюансы, и все будет нормально. Мы готовим в случае, значит, затора проведения подрывных работ. Сегодня боеприпасы готовы. Значит, подрядная организация, которая будет заниматься взрывными работами, они сегодня тоже готовы. По словам заместителя председателя по обеспечению жизнедеятельности населения Иннокентия Андросова, в этом году ситуация в Ленске сложная. Обилие снежных осадков, холодная зима как никогда повлияли на осложнение ситуации. В этом году много факторов, которые подсказывают, что будет сложный ледоход. Почему? Потому что территория Ленского района много снегозапасов. Это уже четко сказано. Всю зиму он был красный, выше нормы. Так и стоит. И сейчас. И второе, значит, более немаловажный фактор – это торосообразование на реке. Это может, конечно, в сложных участках реки образовать заторы. Я как-то давно работаю в этой области и считаю, что заторы будут в этом году, наверное, крепкие. Точные даты вскрытия реки пока не озвучены. Это будет известно после 17 апреля. Уже на следующей неделе в Ленск приедет оперативная группа МЧС и представители правительства. Начнется совместная подготовка к паводку. По словам Иннокентия Андросова, будут приложены все усилия, чтобы не допустить затопления города. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Денис Семенов, Ленск. Также в Ленском районе возобновлено движение по Нюйскому мосту. Со 2 апреля ледовая переправа через реку в районе села Северная Нюя закрыта. Движение транспорта вновь осуществляется по мосту, который закрывали в связи с ветхостью. Переход ввели в эксплуатацию до прохождения ледохода и установки понтонной переправы, сообщает пресс-служба администрации Ленского района. Дорога, проходящая через мостовой переход на реке Нюя, является для Ленска главной автотранспортной артерией. По ней везут груз на север Якутии, в Иркутскую область. Жители Ленска добираются по этой дороге до Мирного, где расположен большой аэропорт. Сейчас к эпидобстановке. По информации Оперштаба, 28 новых случаев заражения COVID-19 выявили в регионе за минувшие сутки. Из них в Якутске 15. Еще 3 человека заболели в Мирнинском районе. В Нерюнгринском, Татинском и Чурапчинском районах по 2 новых случая. Еще в 4 районах выявили по 1 заболевшему. За сутки лаборатории республики провели 1666 исследований на коронавирус. Желающим вести торговлю или работать в сфере питания на Эсэхио-Лонхо в Алекминске пора позаботиться о всех необходимых мероприятиях. В частности, получить вакцину, пройти медосмотр и оформить документы. Чтобы донести важную информацию до предпринимателей, в районе провели семинар, рассказывает Елена Фаст. Проведение Эсэхио-Лонхо предусматривает не только культурную программу. Один из важных вопросов – организация питания. Собственно, это вопрос, который требует особого внимания, учитывая, что количество гостей ожидается многотысячным. Нельзя забывать и то, что сама обстановка, несмотря на значительное снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекции, на строгом контроле. Готовить предпринимателей, провести организационно-технические работы, осмотреть объекты размещения, питания гостей, пищеблоки и организовать работу с оператором питания, который был отобран в соответствии с конкурсом администрации. Ну и, конечно же, соблюдение требований санитарно-эпидемиологических, установленных указом главы, в целях не распространения новой коронавирусной инфекции. На семинаре с предпринимателями обсудили много вопросов, в том числе информацию по аккредитации. Документы оформить, получить аккредитацию. Необходимо согласовать меню с Роспотребнадзором, провакцинироваться обязательно от дизентерии, гепатита А, пройти все разрешительные процедуры. Только тогда рабочая группа по аккредитации выдаст им аккредитационный лист. Только с таким аккредитационным листом они смогут осуществлять общественное питание в дни празднования Эсэхио-Лонхо. Заявки на участие подало более 40 человек. Это желающие реализовать какую-либо продукцию, сувениры, а также кафе. В Няня-Хачито есть специальное место, где расположены 12 харчевин на сегодняшний день построены. Также, кроме этого, будут шатры установлены в необходимом количестве самими заявителями. В целом готовность и есть. Да, администрация хорошо подготовилась, жители готовы, предприниматели готовы. Съездили на Няня-Хачито,
очень красиво все. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. На труднодоступных территориях Якутии проходит перепись населения. В апреле она затронет 15 районов, 12 из которых арктические. В Алаиховском, Анабарском, Булунском, Жиганском, Момском, Средне- и Нижнеколымском, а также в Устьянском районах население будет переписано полностью. В Абыйском, Амгинском, Верхневилюйском, Верхнеколымском, Горном, Вено-Бытантайском и Оленёкском. Перепись пройдет только в некоторых населенных пунктах. Таким образом, в апреле перепись пройдут порядка 46 тысяч человек. Опрос населения проводится традиционным образом. Переписчики приходят на дом с бумажными бланками. Якутяне смогут оплатить за газ и передавать показания счетчиков через мессенджеры. В Телеграме и WhatsApp начал работу автоматический бот для обратной связи с абонентами Сахатранснефтегаз. Теперь через чат можно производить онлайн-оплату за газ, ежемесячно передавать показания счетчиков, получать консультации, узнавать режим работы и просматривать задолженность, сообщает пресс-служба компании. Чтобы производить действия через виртуального помощника, достаточно ввести фамилию абонента и 9-значный номер лицевого счета, который совпадает с номером договора поставки газа. А с помощью функции «Обратиться к специалисту» в чате можно задать любые интересующие вопросы. Правительство уточнило правила установки российского софта на смартфоны и ноутбуки. Теперь требования по предварительной установке российских программ на смартфоны, планшеты, ноутбуки, стационарные компьютеры и смарт-телевизоры распространяются на продукцию, произведенную после 1 апреля текущего года. Такое постановление правительства вступает в силу сегодня. Напомним, в конце прошлого года был принят закон об обязательной предустановке российского ПО на некоторые виды технически сложных устройств. Технические профессии становятся доступнее для девушек. Минтруд намерен разрешить женщинам работать авиамеханиками. Министерство подготовило проект приказа, согласно которому из списка запрещенных в России профессий для женщин исключаются механики и инженеры, обслуживающие самолеты и вертолеты. В случае принятия приказа женщины смогут работать авиационным техником по планеру и двигателям, по приборам и электрооборудованию, по парашютным и аварийно-спасательным средствам, по горюче-смазочным материалам, техникам по крылу, а также инженерам, которые заняты непосредственно на техническом обслуживании самолетов и вертолетов. К этой минуте это все новости. Помните о безопасности, носите маски, соблюдайте безопасную дистанцию. Увидимся чуть позже.